Увечері. Може і свербляться, бо буває, я дежурю. Не санкционировано. А что это такое? Какое мероприятие? Мы пришли в костел. Ну вы же не находитесь в костеле, вы... А там место? Места не, там вполне достаточно места. Я вас попрошу разойтись, убрать флаги. Мы просто стоим. Вы не просто стоите, здрасте. Вы не старшемастер Раус? Ваше мероприятие, которое здесь находится, оно не санкционировано. Так а мы же просто в костел стоим, чего вы? Да. Ну, пожалуйста, заходите в костел. Мы заходим, выходим, там, в туалет ходим, помой выходим. Я прошу прощения, а скажите, пожалуйста, сколько человек должно находиться, чтобы мероприятие было санкционированным? Или где можно стоять просто в Беларуси? На каком За 15 дней до мероприятия нужно подать заявку в Мингород. Нет, так а если мероприятие, просто постоять. Да, вы просто постоять. Просто постоять, мы просто стоим, мы гуляем. Да, мы гуляем, стоим. Права наши нарушены, Конституция нарушена. Вы понимаете, одни слезы и вот это вот такое неприятие всего. Ну как так можно? Как так ходим, можно? да, поддержим как можем. Да, мы только какой-то, массовости, что мы уже можем? Потому что благодаря нашему молчанию, 26-летнему, теперь детей вот засовывают в эти автозаки, или они вообще уедут. Ну как им жить в этой стране, когда везде врут? Ситуация, то, что задерживают на границе, Тадеуша не пускают в страну. А о том, что сменили тут замки. Ну как-то уже даже если за это берутся, за веру, для людей это действительно святое. Уважаемые граждане, вы нарушаете действующее законодательство. Убедительная просьба разойтись. В случае невыполнения законных требований вы будете привлечены к установленной ответственности. Не провоцируйте на активные действия. Не вынуждайте применять физическую силу и специальные средства. Это нормальный ход вещей, когда после святой службы, после мши по-белоруску, вокруг костела может пройти ксьонз, тримаючи на святейший сакрамент, и верники идут за им, как помолиться. Это нормально. Тот факт, что рядом стоят какие-то люди неопределенные, как их в народе зовут, тихари, и снимают это. Для чего они это снимают? Я вот этого сегодня не очень поняла. Вообще православная, но я пришла поддержать католиков, потому что они молодцы, я считаю, в целом сейчас их позиция. Потому что мы должны отстаивать соблюдение Божьих заповедей, верующие люди. И то, что мы шли и нас вот пытались как-то снять, там, запомнить, не знаю, там эти автобусы какие стояли, это, я считаю, это нарушение, наверное, прав верующих людей уже получается. Да. Молимся за те семьи, которые сгубили родных, близких. Так само молимся за тех, которые померли. Люди забывают, что над любым человеком, над любой властью есть кто-то выше, это Бог. И Божья справедливость, она восторжествует. И мы молимся и верим, и все христиане сейчас объединяются в этой молитве, и мы верим, что победит Бог, победит справедливость, победит мир. Если как бы верующий человек называет грех грехом, то в этом нет ничего удивительного, потому что христиане в принципе призваны обличать неправду. Вот. И мы не можем сказать, что фальсификация это хорошо, а убийство или издевательство над людьми это не грех, это грех. И мы это так и называем, правильно? Благословен